Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Открывается новый театральный сезон в любимом якутянами Русском драматическом театре имени Александра Пушкина. Чего ожидать от предстоящего сезона, мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Александр Лобанов, директор, художественный руководитель Государственного академического Русского драматического театра. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Русский театр имени Пушкина открывает свой 135-й юбилейный сезон. Расскажите, что в репертуаре, чего ждать и как порадовать зрителя? Ну, как обычно, конечно же, это огромный репертуар. Это и спектакли по отечественной классике, это и образовательная школьная программа, это и спектакли с географической, исторической привязкой к Якутску, к России, матушке. Конечно же, это еще целый блок спектаклей для семейного просмотра. Это детские спектакли, которые у нас постоянно идут в субботу-воскресенье. В этом сезоне, да, он действительно юбилейный. В этом сезоне у нас будет очень много премьер, очень много сюрпризов и новинок для наших дорогих зрителей. Это будут и выставки, это будут и публикации, это будет очень много типографских новинок. Я думаю, что все это в целом должно как-то создать определенную атмосферу нашего юбилейного сезона. Действительно, ожидается, как всегда, очень богатый репертуар. Это, конечно же, радует. Театр снова стал победителем конкурса от русских сезонов при поддержке Минкульта России и получил федеральное финансирование на новую постановку. Что это будет за спектакль, кто его поставит? Ну, все верно. Мы в очередной раз стали, скажем так, победителями конкурса, грантового конкурса. В этот раз условия были такие, что это должна быть современная драматургия и спектакль на патриотическую тему. Вот так. Ну, нам не привыкать ставить о каких-то исторических событиях, об личностях. В данном случае мы взяли материал нашего земляка Сергея Прачева. Это поэма «Александр Невский». И в результате адаптации, театральной адаптации, это должна быть такая своего рода театральная летопись. Довольно-таки интересная, зрелищная. Мы надеемся, что она придется по вкусу любому возрасту наших зрителей, от мала до велика. Приступаем мы буквально вот в ближайшие дни, а премьера должна состояться 7 ноября. А почему выбор пал именно на жизнь Александра Невского, и будет ли поддержка со стороны якутской епархии? Вы знаете, ну, во-первых, вот второй вопрос, он сразу же дает, собственно говоря, ответ на первый. Александр Невский — это очень такая серьезная, сильная личность в истории нашей страны. Это первое. Второе — это каноническое, это святой Александр Невский. Естественно, да, мы уже получили благословение от владыки Романа. Мало того, конечно же, будут и консультации. Он очень просил нас, чтобы здесь не было каких-то вот сильных таких влево-вправо литературных каких-то задумок, придумок. Мы постараемся сделать это все-таки так, как оно было, канонически именно, и без изменений каких-то исторических какой-то правды. Я надеюсь, что, в принципе, тот материал, который мы сейчас разбираем и готовим, он будет вот со всеми вот этими требованиями исполнен довольно-таки хорошим, должным образом. А кто сыграет главную роль? Не хотел я вам сразу говорить, ну, раз уж так у нас разговор уже пошел, пока еще приказа по распределению нет, кто будет играть. Но я скажу то, что в любом случае будут играть наши ведущие артисты. Где-то будет, конечно, и сюрприз для наших зрителей в части распределения. Давайте все-таки мы пока не будем открывать эту вот завесу. Я думаю, что в ближайшем будущем уже всем все станет ясно. Информация пойдет и в наших новостных ресурсах. Да, может быть, мы вот снова с вами встретимся и поговорим конкретно об этой постановке. Очень надеюсь.
надеемся. Давайте перейдем к другим репертуарам. Вы сказали, что весной планируется премьера постановок «Три мушкетера» и «Венецианские близнецы». Да. Расскажите, да, о постановках. Все верно. Мы хотим немножко дополнить наш репертуар зарубежной драматургии, которая полюбилась еще, как говорится, с малого возраста многим из нас. Да, это будет Карло Гальдони «Венецианские близнецы», это будет Александр Дюма «Три мушкетера». Мало того, «Венецианские близнецы» будет ставить режиссер, носитель культуры, языка, итальянец Антонио Кафьера, который вот должен приехать к нам, и в марте, в апреле мы должны уже сыграть премьеру, будем работать вместе с ним. Я думаю, что это будет интересная работа и для нашей труппы, ну и, конечно же, для наших дорогих зрителей. Посмотрим, очень на это надеемся. Вообще в этом сезоне у нас очень много будет, как уже говорил выше, сюрпризов, премьер, постановок, выставок, очень много мероприятий. Я надеюсь, что действительно это определенный интерес для наших зрителей все-таки создаст, и мы будем чаще видеться. А почему все-таки выбор пал на эти вот две постановки? Ну, вы знаете, во-первых, на сегодняшний день, как я уже говорил, у нас немножко репертуар требует дополнительной зарубежной драматургии. А все-таки хотелось бы взять какую-то вещь более какую-то романтическую, приключенческую. Вот благодаря этому, собственно говоря, мы и выбрали этих авторов и эти произведения. А то, что касается «Венецианских близнецов», это комедия дель арт. То есть это та культура, о которой мы много знали, много слышали, но впрямую мы с ней не сталкивались, не работали. И вот для нас, в частности, для труппы, для нашего коллектива будет интерес большой именно с режиссером, который представляет эту культуру, поработать и создать совместно вот именно этот спектакль. Я надеюсь, он будет интересным не только для наших работников, но и для всех зрителей, которые придут и посмотрят после. Александр Александрович, а скажите, пожалуйста, почему вы все-таки приняли решение пригласить именно зарубежного, да? Ну, я вот как уже говорил, что это носитель непосредственно культуры и языка. Вот у нас с вами есть представление из учебников, из фильмов, из спектаклей, которых мы видели на том же телевидении, да? А здесь все-таки вот эта вот возможность пообщаться и понять все-таки, что это такое, и как это на самом деле. Это, знаете, это то же самое, вот как вообще готовится пицца, да? Как готовятся суши. Вы будете удивлены, и даже те же самые японцы, они будут удивлены, когда вот принесут суши у нас здесь, в нашем по заказу, да? И те же самые итальянцы, вот когда вот в нашем понимании пицца. То же самое и здесь. Помимо премьер, что еще планирует театр? Может быть, запланирован ремонт? Вы знаете, да, конечно, во-первых, у нас одно из старейших зданий в городе, да и в республике в целом. Вы знаете, что находится в центре города. Здание у нас 57-го года постройки, из кирпича, который мы постоянно делаем текущий ремонт, пытаемся его сохранить, и чтобы как-то вот избавиться от тех проблем, которые его все-таки рано или поздно и пытаются как-то... всем понятно то, что старое здание, оно... то стены у нас начинают трескаться, то штукатурка сыпется, то кирпич, в конце концов, который в свое время был. Театр создан после пожара, когда кирпич не менялся на тех же самых стенах. Поэтому, конечно же, он требует ухода, он требует внимания. И мы текущий ремонт делаем постоянно, пытаемся сейчас, благодаря нашей администрации, главы, нашего правительства, все-таки создать прецедент по ремонту и реконструкции механики сцены. Мало того, еще строительство малой сцены. У нас очень много проектов, которые мы сейчас ведем. Я надеюсь, что в недалеком будущем все-таки какие-то шаги у нас вперед уже пойдут, помимо документации, да, проектно-сметной. Все в процессе, все в работе. Самое главное, нас слышат, нам хотят помочь. Мы общаемся как с республиканским правительством, так и, естественно, с федеральным. Все в работе. А возвращаясь к творческой части, да, развернется ли какая-нибудь выставка, может быть, музеи?
Я в очередной раз повторюсь, да, у нас все будет впереди, будет интересно. Это будет не одна выставка, в течение сезона их будет несколько. Будут новые локации на территории первого-второго фойе этажа. Я думаю, что это можно будет видеть, отслеживать, приходя к нам на спектакли, которые начнутся буквально вот с 5 сентября. Мы открываем свой сезон Вампиловым, старшим сыном, где можно будет в очередной раз увидеть Эдварда Сакупшиса, нашего заслуженного артиста Российской Федерации, и не только, а также всех полюбившихся актеров нашей труппы. У нас с вами такая динамика, да, в диалоге. Мы снова возвращаемся к теме ремонта. Давайте. У вас в гостях, да, можно сказать, наверное, побывал Кирилл Бычков. Все верно. Проверил ход, да, ну, ремонта. Вот Ну, что правильно, сейчас потому идет? что было получено задание, и, конечно же, да, тогда целая делегация пришла к нам, проверили вообще, то есть состояние наше техническое состояние сцены, света, звука, наших мастерских, вообще в целом здания. Конечно, были определенные даны поручения, после которых мы, конечно, провести должны очень много работу по подготовке, документации и всего прочего. Но этот процесс он постоянно на самом деле ведется. И на сегодняшний день, слава богу, при всех, вот, скажем так, моментах у нас финансирования, которые сейчас всем не хватает, абсолютно такое есть, на конец года тем более, мы пытаемся все-таки продолжить эту работу. И я надеюсь, что работа, которая проведена у нас на сегодняшний день, она как бы возымеет в дальнейшем уже, как говорится, новые какие-то всходы, и результат долго не заставит себя ждать, и будет у нас и новая механика сцены, и новый свет. Кстати, на свет нам, опять же, федеральные деньги выделяют, и я надеюсь, что в 2026 году у нас будет обновление оборудования. То есть у нас появится и новый пульт, и новые приборы световые, слава богу, уже обновленные. Это будет уже не аналоговая какая-то история, а цифровая. Театр — это живой организм, он все время живет, все время что-то происходит, все время что-то обновляется, и мы куда-то двигаемся, и поэтому это нормальная, ну, как бы, тенденция, что идут изменения, и самое главное, что эти изменения идут, конечно же, к лучшему результату. Это влияет и на качество работы, и на восприятие зрительское того, что вы можете увидеть, придя к нам на спектакли, да, на любое мероприятие, посмотреть, оценить. Я думаю, это абсолютно естественно на сегодняшний день. Александр Александрович, поздравляем вас с юбилейным, да, театральным сезоном. Спасибо большое. Надеемся, что он пройдет отлично, тем более подготовка такая колоссальная идет. Спасибо, что были гостем нашей студии. Всегда рад. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.